Еще не победа, но уже меньше. Сегодня в Кыргызстане заболевших коронавирусом не так много, как вчера, но все равно цифра большая. 163 новых случая заражения COVID-19 выявлено за минувшие сутки. Больше всего по-прежнему в Бишкеке. В городе Бишкек 94 случая, в Чуйской области 22, в городе Ош 16, в Ошской области 9, в Нарынской области 7, в Джалабадской области 13, в Баткенской области 1 случай и в Таласской области тоже 1 случай. В последние дни число больных коронавирусом в стране сильно увеличилось. За сутки находят от 100 и более зараженных. Появились слухи, что больницы оказались не готовы к такому наплыву пациентов. Однако Минздраве отмечает, все под контролем, лекарства есть, аппаратов ИВЛ хватает. Места в больницах тоже имеется. Так, в Оше была задействована Ошская городская клиническая больница. Ее открыли в прошлом году. Со строительством и оснащением помог Китай. На торжественном открытии медицинского центра присутствовал президент Сооронбай Джейнбеков и посол КНР в Кыргызстане. А это уже больница кыргызско-турецкой дружбы. Она тоже принимает больных коронавирусом. Эта больница у нас открылась недавно, в связи с тем, что у нас ситуация в Бишкеке обострилась. Мы открыли новое отделение, начали работать с 5 числа, больных уже принимать. Но несмотря, что мы только начали работать, у нас больных за 4-5 дней у нас почти отделения все переполнились. Сейчас в данное время у нас рассчитано на 70 коек, у нас 71 больных находится. Мы даже дополнительные койки сейчас поставили, и только в реанимации у нас 11-12 больных. А в отделении еще нуждающих тяжелых еще 10-15. Для лечения больных коронавирусом в Кыргызстане организовано 1741 койко-место. По Бишкеку 437 койко-мест, по Иссыкульской области 51 койко-место, по Джалабадской области 327 койко-мест, по Нарынской области 125, по Баткенской области 122, по городу Ош и Ошской области 500, по Чуйской области 99, по Таласской области 150 и итого 1741 койко-место. В Кыргызстане коронавирусом заразилось 604 медработника. Почему-то появилось мнение среди отдельных категорий граждан, что медики заражаются специально, чтобы получить компенсацию. Не выявлено еще ни одного случая намеренного заражения. И с другой стороны, невозможно сделать бизнес на своем здоровье с угрозой риска заражения членов семьи и близких. Такие негативные, голословные обвинения и безответственные высказывания в социальных сетях принижают роль и работу наших медицинских работников, причиняют боль и разочарование им и их близким. За прошедшие сутки зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Умерла женщина 64 года рождения. Пациентка проходила лечение в больнице кыргызско-турецкой дружбы. Итого в стране от COVID-19 уже скончался 41 человек. Есть такое высказывание о том, что власти якобы пытаются искусственно увеличить показатели смертности для устрашения населения или же для отмывания денег. Такого нет. Это ложная, неправдоподобная информация. Она должна стать объектом пристального внимания и расследования правоохранительными органами, так как подобные действия относятся к мошенничеству и преследуются Уголовным кодексом. Всего в Кыргызстане за весь период зарегистрировано 3519 случаев коронавируса. Из них в Джалабадской области 246, Ошской 351, в городе Ош 378, в Чуйской области 467, города Бишкек 1242 случая, в Баткенской области 44, Нарынской области 457, Иссыкульской области 60, Таласской области 34, среди прибывших из Солилецка 119, военнослужащих Российской Федерации 100, прибывшие из Российской Федерации 21 граждан Кыргызстана. Из числа граждан, у которых выявили коронавирус, 607 находятся в стационаре. Из них в реанимации 10. 817 бессимптомных больных пребывают на домашней изоляции. Выписаны 2054.
умерли 41. 33 пациента за последние сутки покинули больницы. Лечение было успешным, и коронавируса у них больше нет. На больничной койке может оказаться каждый, кто не соблюдает элементарных правил санитарной безопасности, отмечают в Минздраве. Врачи рекомендуют кыргызстанцам отказаться от алкоголя и табака. Эти вещества подавляют иммунитет, а значит, их употребление увеличивает шансы заражения коронавирусом. Про социальное дистанцирование, ношение маски в Кыргызстане уже слышали все, но люди не спешат исполнять эти рекомендации. В стране все больше стало больных, которые заразились коронавирусом во время тоя или при посещении похорон. А в Центре укрепления здоровья напоминают, важно не только носить маску, но и делать это правильно. Как мы сейчас носим маски? Многие не меняют ее в течение нескольких дней, а то и недель. Это не только неэффективно, это очень опасно для нашего здоровья. Необходимо уделять особое внимание правилам ношения масок. Это элементарные правила. Это перед тем, как надеть маску, необходимо провести гигиеническую обработку рук. Это обязательно. Маску необходимо надевать очень аккуратно, так, чтобы она закрывала рот и нос, сведя к минимуму зазоры между лицом и маской. Как только маска становится влажной или же она становится грязной, ее немедленно надо заменить на новую или чистую. Мы часто видим, что в грязных масках наши люди, граждане, ходят. Нельзя использовать одноразовые маски повторно. Специалисты сейчас признают, как бы это ни было сложно, но кыргызстанцам необходимо учиться жить в новых реалиях, когда антисептик и маска стали неотъемлемой частью любого выхода из дома. Екатерина Такамбаева, Эмиль Талайбек Улу, Пирамида.